С запада на восток на 10 тысяч километров раскинулась наша страна Россия. В ней проживает более 150 национальностей. Всего нас 141 миллион 895 тысяч человек. Если все мы возьмемся за руки и встанем в хоровод, то сможем опоясать нашу страну 9 раз. Это будет самый большой национальный хоровод в мире. Чуваши – народ, составляющий основное население Чувашской республики. Его численность по данным переписи 2002 года 1 миллион 637 тысяч человек. Считается, что чуваши – потомки древнего и могучего племени Сувар, часть которого пришла в Поволжье и Западной Сибири во время великого переселения народов. В чувашской мифологии было очень много разных богов. Во славу им ставили вот такие вот столпы. Придя к такому столпу, можно было бы попросить о чем угодно. У этого столпа можно попросить о мужском здоровье. Этим я сейчас и займусь. Я нахожусь рядом с необычным человеком. Никифор Егор. По его словам, древние чуваши находили в язычестве ответы на любые вопросы. Вот так, к примеру, объясняли они загадочные по тем временам космические явления. Вот по древнему представлению наших предков небо, синий небосвод, она наслана камнями, и поэтому на землю падают камни. И там живут наши творцы, небесные боги. Бог по-чувашски – это Тура. Об устройстве мира у чувашей было свое особое представление. И если бы им вдруг сказали, что Земля круглая, они бы этого просто не поняли. В чувашском представлении Земля она квадратная. Углы квадратов, скажем, север, юг, запад, восток. А по 4 углам стоят мифические столбы. Мы сейчас идем к столбу. Иди. К Юбе. К Юбе. Юбе. Вот ты мне сейчас помогай. Ага. Значит, все вот ложим. Кладем. Кладем, поправляй. Сейчас мы с тобой совершим сокращенный вариант моления перед небесным столбом, опорой неба и земли, как бы сказать, Юба. И вот вы сейчас будете повторять слова. Первые слова мы будем обращаться к небесному Богу. Эй, Шильдидура! Эй, Шильдидура! Так? Да. Переырлых пар, дай нам добро. А можно по-русски? О, великая мать земля! О, великая мать земля! Дай нам плодов своих! Дай нам плодов своих! О духе покровители жизни! О духе покровители жизни! Дайте нам здоровья и большой семьи! Дайте нам здоровья и большой семьи! Шапла-булдыр, шапла-булдыр, шапла-булдыр. Как? Шапла-булдыр, шапла-булдыр, шапла-булдыр. А и переведи на русский язык теперь. Пусть так будет всегда, пусть так будет всегда, пусть так будет всегда. Все. 3 раза наклоняемся. Все. Все будет хорошо? Все будет хорошо. Чувашия – удивительно красочная земля. И столь же красочен и ярок чувашский национальный костюм. Он завоевал мое сердце моментально. Красота, прямо скажу, невообразимая. Особенно хорош женский головной убор. Если девушка не замужем, чувашская, то она просто обязана была носить вот такой головной убор с конусообразной вот такой штукой, и он называется тухья. Правильно. А если девушка выходила замуж, то она просто обязана была вот этот головной убор куда надевала? Поменять на женский головной убор на 2-й день свадьбы. Ага. Значит, девушка одевает женское платье с женским головным убором. И вот такой вот головной убор, да, у нее хушпу. Да. И сразу, если я встречаю девушку с таким головным убором, я к этой девушке не подхожу. Все, она замужняя женщина, занятая, да, женщина.
занятая женщина. Хорошо, а вот у вас главный убор. Как понять, что он означает? Вы замужем или не замужем? Вы знаете, вот этот головной убор у нас давно забытый обрядовый колпак называется. Это колпачок, он отдельно не надевается. Он одевается или на девичий головной убор, Вот или... на такой, да? Да, на такой, или на женский головной убор. То есть все самое интересное у вас сокрыто под ним. То есть, сняв его, можно понять, все-таки замужем вы или нет. Да, совершенно верно. Зинаида Ивановна Воронова – мастер народных промыслов. Женщина, надо сказать, неземная, космическая. Про чувашские народные костюмы знает все. А это правда, что вот эти монеты, они еще отпугивают злых духов? Да. А каждая мать, каждая бабушка боится, чтобы дочери, молодые женщины оберегали себя от злых духов. Вот поэтому, может быть, даже они и придуманы были. Вот они как звенят. Вот они звенят, когда мы танцуем, отпугивают злых духов. Вот эту книжку такую интересную, потом вы можете посмотреть. Я сейчас полистаю, да, извините. Можете полистать. И я дарю вам эту книгу. Когда даришь что-то человеку, это очень приятно. Вот теплоту своей души даришь человеку. Да. Дай бог, чтобы было много возможностей что-то кому-то дарить. Традиционная чувашская свадьба отличается своим весельем, колоритом. Зрелище просто неописуемое. Сегодня мне повезло. Я жених! Народный ансамбль «Верьял» и фольклорный коллектив «Уяв» реконструировали специально для программы национальных работ традиционную чувашскую свадьбу. Подготовка невесты к свадьбе. Девушку сажают на стол лицом к иконам и надевают на нее украшения. При этом времени зря не теряют. Дают новобрачные советы, как вести семейную жизнь, высказывают пожелания. Лучшая подруга ободряет девушку. Кстати, всем на заметку. Чувашская невеста обязательно должна быть старше жениха на лет 8 или 10. Для того, чтобы воспитать парнишку под себя. Такое вот наследие чувашского матриархата. Испугались, что шапочка тухья не подошла. Обошлось. Ага. Так, адайксимер. Есирзеер варанде, гонда. Так. Так, Вот таким обрядовым полотенцем девушки накроют голову. Это фата. С покрытой головой невеста проведет весь день. Снять фату можно будет только после специального обряда. Адя. Ерзегадардай масминде мансасым жукадям. Новобрачные разрешают попрощаться с девичеством. В этот момент беззаботная жизнь для нее закончилась. Плакать нужно много. Считается, что у слез тоже есть свой предел. Чем больше выплачешь их сейчас, тем меньше останется на потом. Подружки невесты помогают. К воротам подходят гости. Это посажен отец жениха. Он раздает деньги нашей семье. Вот. И пока не отбежали, мы можем, значит, невесту. Вот, невеста. После застолья молодых выводят на улицу. Здесь невеста прощается с родным двором.
Заканчивается традиционная чувашская свадьба в этом месте. Называется клеть. Здесь жених и невеста проведут ночь. Нет! Ох, понесли! В селе Тагаево есть необычный дом. Называется он просто «Дом, в котором вас ждут». Здравствуйте. Вот приехали к вам из Питера посмотреть на ваш быт, как вы живете. Что мне нужно? Сначала хлеб попробовать, да? А кусать нужно так или ущипнуть? Ущипнуть как Хорошо. Это сара. Сара? До дна, да, надо пить? Ну как? Я человек не пьющий, но следует традициям. Как лимонад. В доме нас ждал котел, ведь мы приехали по очень важному делу, а потому не будем терять время зря. Национальная чувашская кухня очень... Даже зарезали барана. Вот. Как блюдо называется, которое мы будем готовить? Называется шурбе. Шурбе. Шурбе называется, правильно я говорю? Да. Шурбе. А из чего мы его будем готовить? Вот тут первая кровь. Это кровь. Посмотрите, это кровь, это баранья кровь, да? Да. Это кровь. Нос мясо чистое. Мясо. Так, вот это опаленные, очищенные ноги и голова. Ноги и голова. А я вижу чьи-то зубы там. Ну это голова. А, это- Там все вымыто. Вы посмотрите, Да, зубы. Голова Все баранья. вымыто, прочищено. Вот. И Так, а это внутренности. Тут, Разные, всевозможные. Да, тут легкое есть, тут печень, почки есть. Вот. это чеснок, да? Мы Это про чеснок, говорили. крупа. Крупа. А крупу как лучше вы хозяйке подобрать? Если хозяйка хочет готовить национальное чувашское блюдо, шурбе. Можно использовать любую крупу. Любую крупу можно использовать. Перловку можно, рис можно, пшено, но ячневую или пшеничную крупу можно использовать. Это, конечно, соль. Шурбе у чувашей самое знаменитое блюдо. Его название можно условно перевести как «первый» или «главный суп». Его едят с друзьями и соседями. Итак, с чего мы начнем? Как мне готовить? Так, сначала, наверное, одеть нужно чувашский наряд, потому что суп вкусный, Что, не шурбе вкусный нравится? не получится. Не нравится вот как это это вот? можно чувашское национальное блюдо готовить в таком? Ну, я в хотел такой попробовать. одежде? Вы не разрешаете мне? Нет. Надев традиционную чувашскую рубаху, бросаюсь в бой. Членам партии «Зеленых» лучше зажмуриться. В котел опускаем голову барана, его ноги, мясо, затем печень, сердце, почки и легкие. А теперь делаем плетенку. Плетенка – это такая колбаса. Ливер барана нарезаем ленточками и сплетаем в тугую косичку. У нас вот получилось, как это можно назвать, я не знаю. Это вот заготовка для плетенки. Здесь вот ленточки из желудка, ленточки из легких. И больше нет вроде бы никаких, да, у нас? Еще мясо должно быть. Вот же мясо. Мясо. И ленточки из мяса. Готовую плетенку отправляем в котел. Но это еще не все. В шурбе нужно добавить кровяную колбасу. Ее делаем тут же. В баранью кровь кладем бараний жир, чеснок, крупу, соль. Перемешиваем и заливаем это все в кишки барана. Завязываем, бросаем в кипяток. Соль и перец по вкусу. Все мы закидали в этот котел. И теперь это будет целых 3 часа вариться. Шурбе. Пока это невероятное блюдо готовится, хозяйка дома устраивает нам экскурсию. Вот тут у нас
жернова. Жернова. Да, ага. Это вот так вот, оказывается, Да. все происходило. Да, вот сюда это зерно спускаем. Зерно. Можно я попробую тоже? А много надо или по чуть-чуть совсем? А тяжело, кстати, интересно. Это вот раньше так делали муку или крупу? Что делали раньше так? Первый раз выходит крупа, если несколько раз проделать, получится мука уже. Еще. Вот уже получается. Ну это такие мышцы можно накачать. Никакой спортзал не нужен. Показывали и другие экспонаты. Незначительных среди них не было. Вот это видите, да? Это как бы сушка для посуды. Ложки сюда клали и вешали. А если вот так перевернуть, Тухья. это как бы тухья. Вот это копье. Где? Рыцарское копье. Рыцарское. Да, я обнаружила еще года 4 назад в огороде, когда копала грядки. Археологи приехали в прошлом году, и они посмотрели и сказали, что этому копью 300 с чем-то лет уже. И деньги я нашла там. И деньги нашли? Да. Ну-ка рассказывайте. Но Какие деньги? Здесь они- денег нет. Нету и тут. в спрятали другом уже. месте. Время пролетело незаметно. Куда ни глянь, всюду редкости. Но главное не прозевать наш суп. Название его не забыли? Нет, а я вот забыл и заслужил за это щелбан. Шурбе. Готовим и будем есть сейчас. Пойдемте в дом. Итак, я буду пробовать блюдо. Если вы не против, конечно. Не против. Попробуйте. Пробую. Это то, что мы готовили. Это вот обязательно сготовить это у себя дома или на костре и восхититься этим вкусом. О! Наконец-то танцы! А теперь еще вот так вот. О чем эта песня? Пришли в Орешник. Да. Но не смогли собрать. Вечер наступил. А в гости пришли. Но никак уйти не смогли. Вот. Понятно. Знаете, у гостеприимных людей. Понятно. Я смотрю, вот тухи ни у кого нет, это вот национального убора с такой штучкой. Значит, все замужние. Да. Все замужние. Значит, мне рассчитывать не на что здесь. Правильно я говорю? Вот мужчина как должен танцевать? Какой-нибудь танец есть? Мужчина, вот да, а то я тут стою столбом, мне же нужно что-нибудь станцевать. Чувашский танец. А вот сейчас у нас. Вот вы мне прямо сейчас вот покажите. Вот я стою. Ну. Ага. Правильно? Получается? Чуваш? О. Ничего трудного? Ничего нет. Я призываю всех научиться танцевать чувашский национальный танец.